Ого. Наш сегодняшний гость уже начал поражать потрясающими фактами из своей биографии и своих талантов. Как вы уже догадались, это программа «Вечерняя игра», это лото, чай, Лилия Сергеева. Ну, в общем, мы чтим традиции. И сегодня беседовать будем с заслуженным артистом Республики Татарстан Айдаром Сулеймановым. Доброй ночи. Доброй ночи. Как мы сейчас уже за кадром выяснили, вам потрясающе везет, правда, не в лото. Расскажите нашим телезрителям про этот свой талант. Я на самом деле очень азартный человек. Вот. И люблю и русское лото, так как мой любимый мастер в Москве, театральный режиссер Михаил Борисович Борисов, бессменно ведущий русского лото уже более 25 лет. Вот. И я также люблю сканворды разгадывать. Ну, то есть в перелетах, в поезде, для ума разминка. И сколько уже разгаданных? Там потрясающая цифра. Но на данный момент мой выигрыш составляет около 63 тысяч. Вот так. Я думаю, что это пока еще маленькая сумма. Вот сейчас мы тогда проверим, насколько везет в лото. Предлагаю сделать первый ход. Спасибо. Заодно легкость руки проверим. 28. Так. Пока не везет. Пока... Еще разочек. Хорошо. Мы же еще и упорные, а вы еще и азартные. Номер 1. Есть такое. Так, Отлично. мне уже нравится. Давайте еще одну для ровного счета. 43. Так, нет. Ну, все равно уже неплохо. Айдар, признаюсь честно, очень непросто было заполучить вас в нашу программу, чтобы увидеть вас вот в этом кресле, играющим с нами в лото. То концерты, то вас нет в городе, то вас вообще нет в стране, то концерт, то КВН, то еще что-то. Не утомляет такой график? Нет, не утомляет. Это все очень нравится на самом деле. И то, что вы сказали, что КВН, концерты, мероприятия, проекты, мне кажется, артист должен быть многогранен. То есть, конечно, такое, что за все хватаешься и самого главного не успеешь сделать, но, мне кажется, можно лавировать. То есть просто выйти на сцену и спеть – это уже неинтересно? Это всегда будет интересно. Это любимое дело. На первом месте. Но все-таки при всех ваших талантах, при всей вашей занятости, мы очень интересную фразу прочитали в одном из ваших интервью, что я артист, и поэтому мне хочется, чтобы мое творчество нравилось. Но при этом во мне живет еще и бунтарь, который готов спорить со всеми, кому мое творчество не нравится. То есть все-таки отклик публики, причем отклик такой позитивный и, видимо, мощный, это важно? Конечно, важно. И позитивность нужна, и неоднозначные реакции зрителей, конечно же, тоже нужно, потому что ты знаешь, куда идти дальше. И ты через зрителя понимаешь свои ошибки, и ты учишься на них. Хорошо, но зрители разные бывают. И все мы знаем, что в эпоху интернета можно такое там прочитать, что потом в жизни не отмоешься. А как на такую критику реагируете? Спокойно. Спокойно, все-таки... А как же внутренний бунтарь, который готов спорить и доказывать, что вы молодец? Бунтарь будет на сцене доказывать, так скажем, а не в интернете. То есть вот эта переписка, комментарии, то есть это не мое. То есть вы не ввязываетесь в споры? Нет. Я выхожу на сцену и делаю свое дело, доказываю. Ну вот тоже очень любопытный факт. С детства, со школьных времен участвовали в олимпиадах по самым разным предметам. Да. По-моему, 4 направления было любимых. Опять-таки КВН, конкурсы, разъезды, фестивали. Это всегда была вот эта соревновательная жилка? Соревновательность была всегда, потому что в нашей семье, скорее всего, то есть хас по-татарски. То есть мой брат, он профессиональный борец, вот, он крэш занимается. Вот буквально 4 дня назад мы были в Башкирии на Сабантуе у родственников. Я дал маленький концерт, акапельно спел в лесу, а мой брат... Показал мастер-класс. Мастер-класс. Вот.
Но неужели не хотелось, чтобы в детстве любили просто так и хвалили просто так, а не потому, что там победил, тут выиграл, дал концерт, победил в Олимпиаде? Вы знаете, я не люблю, когда меня хвалят. Я, наоборот, начинаю хуже стараться, наверное, то есть перестаю. То есть не люблю хвалений. Но это, мне кажется, редкое качество для артиста, который не любит вот эту вот самую похвалу, погладить по шорстке, сказать, Не знаю, я молодец, всегда- лучше всех. Я всегда уходил, когда меня начинали хвалить, либо прятался, либо еще что-нибудь. А в каком возрасте вы поняли, что вот хочется вот это самое ощущение себя на сцене, что хочется быть артистом? Наверное, где-то лет в 14. Что случилось в этом возрасте? Переосмысление, скорее всего, потому что я хотел стать финансистом. И Да. интересно так Да. переосмыслили. Юрист, финансист – это два моих направления. Было как раз-таки Олимпиада по обществознанию, по истории. Я постоянно каждый год ходил. Вот, и моя мама сказала, что никаких юристов в нашей семье не будет, давай в музыку уходи. Обычно родители как раз наоборот. Никаких музыкантов и актеров, давай-ка ты серьезное Есть такое, образование такое получай. есть. А почему мама так настроена была? Именно мама отдала музыкальное. Я очень сильно артачился, говорил нет, нет, нет. Я буду юристом и финансистом. Да, но когда я поступил в Казанское музыкальное училище в 2005 году, то уже через месяц я понял, что мама права. Ну, мама чаще всего И она оказывается всегда права. права. Ну вот опять-таки, при всех ваших талантах, при всех направлениях музыкальных, в которых вы творите, все-таки одним из основных и любимых, как нам показалось, остаются именно романсы. Да. Но это тоже нечасто сейчас любовь на нашей Услышать, сцене. кстати, да. да. Романсы это 3 минуты, это 4 минуты, но ты должен жизнь показать, успеть, прожить. В простой песне это можно сделать, но романсы все-таки это свой мир. Но вот как раз сейчас мы можем окунуться вот в этот самый свой мир, услышать эту историю, рассказанную буквально за несколько минут, такими тонкими мазками. Так что, внимание. Вот так и надо запеть. Осень, прозрачное утро, дали как будто в тумане, небо в тонах перламутра, солнце холодное, дальнее. Где ж наша первая встреча? Яркая, острая, тайная. В тот летний памятный вечер милая встреча случайная. Не уходи, тебя я умоляю, слова любви 100 крат я повторю. Пусть осень у дверей, я это твердо знаю, но ты не уходи, тебе я говорю, наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. Не уходи, еще не спето столько песен,
еще звенит в гитаре. Каждая струна. Но все-таки такое яркое выступление. Жюри было в восторге, мы все это видели. Но почему же такого же яркого продолжения не получилось? Закулисье многих конкурсов все-таки простой зритель не видит. То есть все, что творилось после, Мы можем только догадываться. лучше догадываться. Творилось В принципе, все-таки? Творилось. В принципе, все понимают, что и как, почему. Понимаем, к сожалению. Одно могу сказать, что победитель уже был известен. То есть То есть сам проект... в сказку верить все-таки немножко, но наивно. В Да, то, что... да. Все поняли. У нас на телеканале все честно, все открыто. Реклама на ТНВ. — 62 нет. Удачно я себе подыгрываю. 47. Нет. Вот потом докажи, что мы не мухлюем. 69. Нет. У меня уже даже еще одну. 11. Барабанные палочки. Тоже нет? Нет. Так, ладно. Азартный, но не очень везет в азартные Лучше игры, видимо. поговорим. Да, с удовольствием. Кстати, поговорим про телевидение, про закулисье. Почему такое резко негативное отношение к проекту «Голос»? Его же обычно все любят. Нет, я «Голос» очень люблю. Но участвовать-то в нем не хочется. Участвовать, наверное, нет. Почему? И, во-первых, я очень рад за своих подруг, за Дину Гарипову, за Эльмиру Калимуллину. Безумно рад просто. Молодцы. Татарстан впереди всегда. Но сам почему? Мне многие задавали этот вопрос. И вы так ни разу и не ответили. Ну, как-то, как вам сказать, неприоритетно, может быть, для меня. Неинтересно, не нравится. Смотреть я периодически смотрю его. Ну, не каждый раз, когда он идет в эфире. То есть интереса особо Набегами. нет. Да? Бедный проект «Голос». Вот вы сейчас сказали, мои подруги Дина, Эльвира, вы действительно дружите? Да. Потому что существует среди нас, обывателей, мнение, что нет в шоу-бизнесе друзей. Нет, друзья есть всегда. Это может быть в российском шоу-бизнесе. То есть это наиграно, показано, это желтая пресса все-таки. Нет, друзья есть. И очень сильно помогают. А как помогают? Подсказывают, куда надо идти дальше. Какие тенденции. То есть вот мы очень тесно с Эльмирой Калимуллиной всегда общаемся. Всегда, когда на мероприятиях мы встречаемся, то что у тебя, как, что... То есть мы... Обменялись энергией и пошли выступать. Да. А помните свое самое-самое первое выступление действительно на публике? Не Новый год, табуретка, гости, елка, а действительно публика и серьезный концерт. Да, это было... Я сам родился в городе Заинск, Татарстан. Проводы Масленицы, сцена перед Дворцом культуры на площади. Я вышел, спел. И у меня был там первый гонорар, я до сих пор помню. На что потратили? 15 рублей было. Да, это 90 какие-то годы. Ну, в те годы для молодого человека целое сокровище. Да. Мне было, по-моему, лет 8. Ого. Да. Рано вы начали зарабатывать. Я все деньги отдал маме. Ну, я представляю, как горда была мама в тот момент. Я до сих пор помню это. Что-то необычное было, реально. А насколько важны деньги в вашей жизни? Понятно, что без них, Да, без них можно, но не обойтись. нужно. Это все-таки деньги, это комфорт. Если захотеть, можно сделать все на самом деле. И много зарабатывать, и крутить деньгами, еще что-то. Но опять-таки это не приоритет.
Все-таки у человека искусство, вот без преувеличения, что-то вот... Мы же все, как вам сказать, не из этой планеты. Все равно. Ну, опять-таки, сейчас, возможно, вы развеете очень популярный миф. Многие и критики, и обыватели считают, что артист, участвовавший в постановке в мюзикле, это все равно, что артист, снявшийся в полнометражном кино или сыгравший очень серьезную такую драматическую роль. И по накалу страстей, и по опыту, и по требованиям к этому артисту предъявляемым. Мюзиклы в вашей судьбе были. И немало. И были, и есть, И и будут. будут. А как же с кино? Можно сравнить вот это вот с полнометражным фильмом? В сентябре 2016 года мы как раз начинали снимать фильм «Неотосланные письма». Это очень большой опыт для меня в кино. Вот. Первое мое кино было. Дай бог, не последнее. Мюзикл. Сравнить оперу, мюзикл, кино. Все-таки это разные Это полочки? все-таки работа. Это все-таки очень большая работа в каждом. Ну, кстати, вот судя по тому, как неотосланные письма приняли и критики, и зрители, продолжение вашей карьеры в кино точно будет. А вот как ощущение от съемок? Все-таки первый опыт, причем не короткометражка, не какая-то студенческая работа, а действительно сразу очень серьезное и сложное кино. Когда мне предложили роль Гали, я в первую очередь позвонил своему мастеру в Москву. Михаил Борисович, что мне делать? Как играть? Когда мы учились у вас, мы учились драматическому искусству, а играть в кино не умеем. А он говорит, а ничего не надо делать. Вот камера, все. У тебя есть 2 секунды, чтобы все высказать. Все, больше вообще ничего не играй. Какой-то есть, такой есть. По-моему, вот очень непростой совет это был. И как? Вот она камера. Вот 2 секунды. 2 секунды, да. И режиссер Рустам Рашитов все время говорил, не играй ничего, не играй, будь собой. А как же Станиславский, с его нужно погрузиться в персонажа, проникнуться им, врасти в его кожу? Это само собой, это уже сидит. Это уже сидит. Станиславский больше, конечно, вот в мюзиклах. То есть я в драматических спектаклях не играю. Как знать, может, все еще впереди. Вот. Но когда учился в Москве, то обязательно в учебном театре каждый курс должен играть драматические спектакли. Я как раз-таки играл. Вот. Но, а когда, я не говорю если, я говорю когда, представится снова возможность играть в кино, какую бы роль хотелось сыграть? Что это должно быть? Боевик, комедия или такая прям драма зубодробительная, чтобы все рыдали в 3 ручья в кинотеатре? Всегда, мне кажется, роль хороша, когда она не сыграна. То есть несыгранных ролей будет очень много. Боевик. Мне бы очень хотелось, вот про Марию Каллас снимали. То есть мне хотелось бы про какого-то музыканта в опере, про его жизнь. Мне бы вот хотелось бы. А Вот может быть автобиографичное что-нибудь? Да. Нет, про себя нет, точно нет. То есть вот то, что делает Франко Дзеффирелли, вот что-то будет Вы, такое. похоже, киношный гурман. Да, я очень люблю кино. Есть любимые режиссеры, фильмы? Может быть, то, что вдохновляет? Один из моих любимых, это, конечно же, Дзеффирелли. Я постоянно смотрю его музыкальные постановки, оперы. Это по-настоящему. Там это вершина. Но, учитывая все ваши таланты, нет желания еще и режиссерское кресло освоить? Я думал об этом. И? Но пока я артист, пока я актер, и мне хочется играть. Пока, то есть, нужно дорасти или пока неинтересно? И не дорасти, и не интересно, это я бы так не сказал. Я пока к этому не пришел. Я вот вижу номер 13. Мне с 13 числом не везет. Поэтому Вы ничего не суеверный? выходит. Давайте, Только по 13 давайте мы поменяемся и проверим. Давайте. Давайте. Вот так. Только что заметил. Ну, как в Америке, Ну-ка. 13 этажа же не 18. существует. Пока нет. Тогда я Давайте попробую. своей рукой.
40. Так, 40 нет. Нет. Вот сейчас повезет, я прям чувствую, должно наконец-то. Вы все-таки считаете, что мы мухлюем, да? 90. Нет. Но это что-то всё, не везет. удивительное. А суеверность в чем проявляется? 2. О, Есть! есть, ура. Давайте закрепим успех. 35. Нет, Ладно. пропуск хода. Суеверность только, наверное, по отношению к 13 числу. А почему к нему такая нелюбовь? Какой-то стереотип в детстве просто запал. Пятница, 13-е. Нет? Кино, да, как кино. Пятница, 13 его тоже смотрел. Но раз все-таки, хоть и в небольшой степени, но суеверие присутствует в вашей жизни, перед выходом на сцену есть какой-то ритуал, который помогает настроиться? Там, через плечо поплевать? Я просто себя успокаиваю. То есть есть определенные точки на ладонях. Если их Так, а давайте мастер-класс по успокоительным Да. точкам на ладонях сейчас. можно. Вот здесь, если промассажировать, Вот у основания большого да? пальца Да. практически. Если помассажировать, то буквально 10 секунд это успокаиваешься. Очень хорошо перед экзаменом помогало. Такие действия. Вот она, вечерняя игра еще и просветительская. Да. Так, сейчас. Пока мы все будем тихонечко успокаиваться, давайте посмотрим еще один фрагмент вашего выступления, раскроем очередную грань вашего таланта, которых великое множество, судя по всему. È una catena ormai che scioglie il sangue del dove le sai. Vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Ma erano le sole lampare e le bianche scia d'un'elica. Senti il dolore nella musica, salzio del piano forte. Ma quando uscì la luna, è saputo un dolce anche la morte. Poi che gli occhi le ragazze, poi gli occhi verdi cori il mare. All'improvviso scene lacrime, saputo un dolce anche la morte. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. И не люблю смотреть. Мы тут выяснили, что, оказывается, наш сегодняшний гость не любитель смотреть свои записи, особенно старые, ибо очень самокритичный. Вообще не нравится? Нет, не то, что не нравится, но я сразу начинаю искать ошибки. И, видимо, находите. Находится, конечно. Ну, вам тут 19, и вы получаете гран-при самого главного нашего творческого конкурса в республике. И как эмоции? Все-таки 19 лет. Всего ничего. Я к этому гран-при шел 7 лет. Рано начали. С 2002 года я вместе с фестивалем «Созвездие» Йылдызлык. Вот, и я продолжаю там работать теперь уже. Я сотрудник. Настолько понравилось? Да. Все-таки человек, ребенок, попавший, особенно в раннем возрасте, в «Созвездие», он уже не сможет быть плохим. Он будет человеком искусства всегда. И он будет с фестивалем. И мой шеф Дмитрий Александрович Туманов, вот, я ему безумно благодарен, потому что он меня увидел. И он меня, вот, можно сказать, вот, вел. Вам, похоже, везло в жизни с учителями. Да, да. И даже в школе не было нелюбимой учительницы, допустим, по алгебре. По алгебре учительница была классным руководителем, я ее очень люблю. А ваши родители как относятся к вашим успехам? Учитывая, что похвалу вы не слишком жалуете, как они выражают свои восторги и гордость? Вот, это очень смешно, но когда я на мероприятиях,
Вот. И во время концерта, например, звонит мама, спрашивает, как у тебя дела, что делаешь? Я говорю, я на мероприятии, вот. А кто там есть? Я говорю, ну вот президент. Потому что там много лишминиханов. Она сидит на работе. Она девочкам говорит, там президент сидит. Что будешь петь? Я говорю, вот он с оркестром поет сегодня. То есть вот для нее это вот гордость, скорее всего. Но все равно не хвалят. Она всегда хвалит, конечно. Она всегда безумно рада за меня, за любые мои успехи. Вот. А когда вы на сцене поете, там президент сидит, первые лица, вы сосредоточены на том, что вы делаете, или где-то мысль, что мама смотрит, не подвести бы, как бы голос не сорвался? Мне кажется, все в совокупности. Все вместе и сразу? Да, какие-то рамки есть, конечно же, обязательно. Мне кажется, человек должен уметь в какой-то момент выходить, как бы вот бестелесное такое что-то, и должен смотреть на себя. Со стороны? И, да, со стороны. Смотреть, что ты сейчас делаешь в данный момент, как ты стоишь, как ты выглядишь, как ты возьмешь эту ноту. Такой критик стоит. То есть критик всегда, даже не то, что на плече, а вот где-то над головой Да, парит конечно. и... Ай-яй-яй. Конечно. Но в своем родном городе вы известны как общественный деятель. Причем, судя по всему, очень деятельный деятель, как бы это ни звучало. У вас есть задатки и руководителя тоже? Вы знаете, вот у меня Вот сейчас надо было галстук так поправить. есть такое суждение, мое личное, чтобы человек умел руководить, то он должен потренироваться на детях. То есть сможет ли он быть вожатым, 35-30 детей собирать, их вести. То есть я был очень большое время, около 10 лет, вожатым. Мне это нравилось. И после этого уже ничего не страшно. Уже не страшно. Уже, если ты сумел поладить с детьми, руководить ими, то, мне кажется, может получиться А легко было руководителем. поладить с детьми? Или этому пришлось учиться? И внутренний критик тоже говорил, ай-яй-яй. Мы всегда учимся. А дети это такие маленькие люди, которых никогда не обманешь. Ничем. Если ты не будешь таким же наивным, как дети, то ты даже свою обычную роль не сыграешь. Мой мастер по актерскому мастерству всегда говорил всем, главное правило – будьте наивными, как дети на сцене. А не мешает эта наивность в жизни? Нет, не мешает. Предлагаю от талантов руководителя и воспитателя вернуться к вашему наиболее известному таланту певческому. И сейчас посмотрим отрывок «Тюрквидения», которое как раз-таки и принесло вам звание заслуженного артиста и чуть ли не самого молодого в истории республики.
Только не говорите, что здесь вам тоже что-то не нравится. То Я есть не промолчу. нравится? Нет, нравится очень. Это большая работа большой команды. Но почему тогда это большая работа, большой команды, учитывая, что зрители, мы точно знаем, сидели вот так перед телевизорами в полном восторге, потому что мы сами сидели так в полном восторге. Почему тогда только второе место? Понятно, что и это почетно, и это замечательно, но ведь работа-то явно не на второе место. Работа не на второе место, я согласен, но получить первое место в Казани, в Татарстане, это моветон. То есть это неправильно было бы. И все-таки То есть вы пали жертвой гостеприимства? Нет, я себя жертвой не считаю. Я все-таки джентльмен, и я первое место отдал девушке. Ладно, не буду я это комментировать, это действительно замечательно. А правда, что эта песня была написана чуть ли не за 10 дней до уже самого выступления? Песня была написана за 2 дня, а за 10 дней мы ее уже всю смогли собрать. Ого. То есть это мои близкие друзья, это композитор Эльмир Низамов. Он за ночь написал на стихи нашего мною обожаемого поэта Рената Хариса. Я его очень сильно люблю. Он за ночь написал стихи, и за ночь была создана песня. Немножко... То есть сроки были очень мои. У нас есть сейчас время выдохнуть, отойти от шока и еще раз про себя напеть эту песню. Реклама на ТНВ, мы скоро вернемся. Вот я не могу это не озвучить сейчас в кадре. Оказывается, наш сегодняшний герой перед Тюрквидением приезжал репетировать в 3 часа ночи, вы сказали? Да, В каждый 3 часа день. ночи, чтобы не видели остальные участники того, что творилось в это время на сцене. Да. Почему? Но конкурс, я хочу сказать, что является самым главным конкурсом среди тюркских народов. 28 стран было в Татарстане. Вот. И по мнению организаторов, ну, я впаду в историю, по мнению организаторов, это был самый лучший Тюрквидение, самый лучший за историю, за всю историю. То есть Ну, Татарстан... самое зрелищное, это точно. Самое зрелищное. Это, как Ильсур Раисович говорил, что привозите Евровидение, привозите новую волну, мы в Казани все сможем сделать. Да мы, похоже, все сможем сделать. И тем не менее, от вопроса-то вы ушли. Почему не показывали свой номер остальным участникам? Ну, чтобы не Нет. Чтобы был сюрпризом, так скажем. Такая татарская хитринка. Ну да. Все-таки на своей сцене надо было привыкать. Очень мало было времени. Каждому участнику давалось 15 минут на репетицию. То есть мы бы никак бы не уложились. Там конструкции, там видеоконтенты и режиссер Оксана Харитонова. Кстати, одна из лучших в России. И она наша. И она наша. Ну, я имею в виду, что она в Татарстане живет. Всегда вперед. Мы знаем, что это один из ваших жизненных Да. девизов. А никогда не хочется притормозить. В конце концов, просто посидеть в выходные дома, ничего не делать, никуда не ходить. И Мне просто кажется, побездельничать. Мне кажется, это у каждого человека есть. То есть бывает все-таки. Да, бывает. То есть не железный все-таки. Нет, не железный. Люблю дождь, особенно в То выходные. есть нынешнее лето вам очень нравится. Да, не жарко. Не жарко. А как вы отдыхаете? Я отдыхаю, читаю книги. Вот. Сейчас я на Дэна Брауна перешел. Не знаю почему. А мне очень детектив нравится. Я перечитал всю Агату Кристи. Пощекотать нервы? Да, Шерлок Холмса обожаю. То А есть все, что детектив. быстро угадываете, кто убийца в итоге? Но я вот сейчас смотрю, пересматриваю Коломбо. В принципе, я сразу понимаю, кто убийца. Потому что пересматриваете. Ну, опять-таки, заметили мы, что и человек вы веселый, и в КВН, видимо, поэтому и начали играть. Ну, и сейчас давайте тогда уж и посмотрим. Татары вперед! Мы давно здесь не выступали, но по татарам вы точно скучали. Новые лица, слышишь, ждали.
Вот сейчас наш герой, пока смотрел этот отрывочек, сказал: классное время. КВН это все-таки класс. А почему тогда Это- закончили с КВНом? Нет, не закончили. То есть время продолжается классное. Пока сборная Республики Татарстан на отдыхе. Мне так И кажется. когда она отдохнет, Когда она отдохнет, она вдарит, потому что славные традиции КВН в Татарстане, это 4 татарина, которые были чемпионами в свое время, а как в КВН попали? чисто случайно. Чисто случайно. Поподробнее, пожалуйста, что за такие случайности? Сборную КВН Татарстана пригласили на «Голосящий Кивин» в Юрмалу. Вот, И нужен был, собственно говоря, голос. Да, человек, который поет. Вот. И директор КВН Ильдар Фаттахов, он пригласил меня попробовать, поучаствовать, почему бы и нет. Вот так и получилось. Поехало, понеслось. И сколько вы играли по времени? Вернее, уже играете за сборную Татарстана? Ну, пока мы на отдыхе, а так около 3 лет, по-моему, поиграли мы все вместе. Ребята отличные. Тоже мне очень нравится эта пора. То есть вот то, что было. Все-таки вы, похоже, сторонник того, что талантливый человек, он во всем и всегда талантлив. Знаете, все-таки 99% работы и 1% таланта. Я всегда придерживаюсь Маловато на талант остается. То есть пахать и еще раз пахать. этого. Да. Но нет ли тогда риска когда-нибудь так раз и сломаться? И уже будет ничего не интересно. Мне кажется, не сломаться, все равно каждый человек уходит на заслуженный отдых. И когда вы Это себе всё-таки- запланировали этот заслуженный отдых? Но точно не сейчас. И точно лет не через 30. Да. Хорошо, мы выяснили, что кино любите, читать любите, детективы в особенности. А какой-то активный отдых или активности хватает? Обязательно. То есть не хватает активности в обычной жизни? Обязательно спорт. Зимой это сноуборд. Я очень люблю кататься. Вот. А как же коньки. беречь голос? И ни в коем случае Мне холодный кажется, ветер. артисты, особенно певцы, должны быть закаленными. Чем больше ты на холодном воздухе, вот, Так, хорошо. тем лучше. Сноуборд, еще что нравится? Коньки, лыжи, это обязательно. Так, а не зимой? Не зимой люблю очень волейбол. Пляжный волейбол, да. Мы, кстати, с КВНчиками постоянно играли. Пляжный волейбол. А почему именно волейбол? Потому что как-то чаще это футбол, хоккей, баскетбол. Вот это вот самая популярная троица. Вот как-то так пошло, Так завелось. Да. получилось. Ну и обязательно это, конечно, спортзал. Ну, это, я так понимаю, круглый год, не только во время Круглый год, отдыха. да. Хорошо, представим, идеальный, даже не выходной, отпуск, когда можно никуда не торопиться и делать все, что хочется. Как вы его проведете? И отключите вы ли вы телефон на это время? Отключу. Но мне недели хватает отдохнуть. Мне больше и не надо. Идеальный отдых — это все-таки море. Это вот лежать, читать книгу у моря. Я очень люблю. Я по гороскопу рыба, и мне звук моря нужен. То есть Я вода. должен смотреть на воду. А какую-нибудь бы дачку построить на берегу Волги, чтобы наслаждаться Есть водой не такая только в идея. отпуске? Есть, То есть все-таки дом построить хочется. конечно. А вы оптимист? Да. Даже не Ярый, задумались? Ярый оптимист. А каким вы себя лет через, ну, допустим, 20 видите? Задавали мне такой же вопрос журналисты. Ну, Если вам этот вопрос уже задавали, вы теперь слишком долго думаете над ответом. я и тогда не отвечал. Почему? Не хочется раскрывать все карты? Нет, не хочется загадывать. А почему? Это можно назвать планированием? Можно назвать планировать, но если планируешь, ничего не получается. Как правило. Вот это интересно. Нет, у меня-то все получается. Тогда почему бы не Слава спланировать? Вы скрытный человек? Нет. Нет. И, абсолютно видимо, логичный. логично. Давайте. Вот мне хочется все-таки, чтобы Что-то вышло? 72. Да, пошло. Так. Ловим удачу за хвост и не отпускаем 44. Нет. Елки-палки. 66. Есть.
Так, я поняла, через раз нам везет. 30. Нет. А пропуск входит. ваш азарт, он распространяется и на работу тоже? 29? Да, конечно. То Если есть- что-то новое мне предлагают, я всегда... А хочется всегда быть лучшим? Или я и так молодец, я поучаствовал уже хорошо? Да, наверное, так лучше. Я и так молодец. А лучшим во всем быть лучшим не получится, наверное, все равно. Но ведь хочется. Многих это раздражает. А вас? Меня? Когда у моих друзей все очень хорошо получается, они лучше, я только рад. А друзья за вас радуются, когда вы лучший? Ведь Я говорят, думаю, что другу проще познаться в беде, нежели в счастье. Да, я думаю, что они радуются. А у вас много друзей? Друзей много не может быть. Есть товарищи, А друзья есть? друзья есть. Самые близкие, Близкие. которых немного, но которым можно доверить все. Да, да, они есть. Есть у вас какое-нибудь пожелание самому себе? Хорошо, вы не хотите говорить, каким вы видите себя через 20 лет, но самому себе пожелание вот туда, в будущее. Пожелания в будущее. Банальным буду я. Здоровым быть. И, Всё видимо, получится. мудрым, судя по вашему Всё нынешнему получится пожеланию. остальное. Спасибо большое. Ну, пусть сегодня не повезло в лото, Да, но, значит, повезет во всем остальном. Спасибо, что нашли время, успехов. Спасибо, что вы нашли сегодня время. Всего доброго. Пока-пока. спасибо большое.